По мнению инфекционистов, главное оружие против невидимого врага – массовая вакцинация. Она по всей стране продолжается в режиме нон-стоп. С самого утра в коридоре Сунжинской поликлиники в своей очереди прививочный кабинет дожидаются пожарные. Цель работников благородной профессии – обезопасить свое здоровье и внести лепту в создание коллективного иммунитета для преодоления пандемии. Первым вызвался Абуизид Гудантов. Есть бахет, есть дикахет. По всей России есть. Процедура добровольная и бесплатная. Всего в Сунжинской поликлинике привились уже свыше 4000 человек. Новая партия вакцины поступила на прошлой неделе. Дополнительных 1200 доз Спутника Ви. Вакцина хранится в замороженном виде. Температура в морозильных камерах не должна быть ниже минуса 18 градусов. Спутник Ви вводится в 2 этапа. Вторую дозу вводят спустя 21 день после первой прививки. Весь процесс занимает около часа. Прежде всего, прививающимся необходимо письменно подтвердить согласие на вакцинацию и пройти анкетирование. В ней указывают, болели ли ковидом, испытывали признаки ОРВИ в последние 14 дней, есть ли хронические заболевания, бывают ли аллергические реакции и не только. Далее обязательно осмотр врача. Пациентов с температурой не прививают. У Салмана Хашиева терапевт не выявил никаких противопоказаний. Пожарный готов принять первую дозу Спутника Ви. Прививается в основном работающее население, отмечают медики. Также охотно прививочный пункт посещают лица старше 60 лет. К ним же при желании выезжают на дом мобильные бригады. У нас медицинские работники практически все привились, потому что они являются группой риска. И потом работники образовательных учреждений, это учителя, дошкольные учреждения, воспитатели детских садов и сотрудники. Росгвардия у нас очень активно прививается, пожарно-спасательные организации и наше население, то есть это лица старше 60 лет. После прививки пациенты находятся под наблюдением врачей еще 30 минут, а перед уходом вручают памятку о правилах поведения после вакцинации. Первые 3 дня нельзя мочить место инъекции, употреблять спиртное, запрещены тяжелые физические нагрузки. Пока врачи Сунжинской поликлиники со случаями осложнений не сталкивались. Серьезных жалоб от привитых не поступало. У 2 пациентов было незначительное повышение температуры, и то до 37, 37,2. И местная реакция в виде болезненности. И то это нормально, в принципе, является нормальной реакцией. Если еще в конце 2020 года количество доз вакцины было сильно ограничено, то сейчас привиться от COVID-19 может каждый желающий. Принимают в основном по записи. Зарегистрироваться на процедуру можно как по телефону, так и на портале госуслуг. А больным на портале выдается сертификат о проведении 2 этапов вакцинации. Диана Дударова, Асхаб Илакиев, Новости 24.